Готовим караси. Надо разморозить карасей. Ни в коем случае не используем микроволновки или другие средства. Все очень просто. Наливаем холодную воду в миску и оставляем примерно там минут 10-15, и она очень быстро отходит в холодной воде. У нас буквально полчаса прошло. Как видим, что рыбка уже отошла. Карась — это такая рыбка семейства карпов, по-моему, если я не ошибаюсь. И у него такие крупные чешуйки. И очень легко отходят. При чистке обрезаются хвосты, чтобы помещалось в сковородку нормально, объективно. А вот надрез аккуратненький, боковой, вот такой. Это много. Надо вот так сказать, прям надо зайти и нащупать вот этот прямой. Так. И все, больше ничего не вытаскивается. Главное быть аккуратным желчью. Вот обратите внимание. И она будет давать горечь. Все, мы желчь достали. Так, сразу ставим мы уху. Для ухи. Так, ставим. Такие покрупнее давайте выберем для ухи. Наливаем воду немного, чтобы у нас наваристее, уха была такая нажористая такая. Берем самые большие караси и вытаскиваем, вынимаем оттуда из внутренности, все внутренности, для того, чтобы это все замешать с рисом, с жареным лучком и обратно его туда начиним. А у нас карась, как видите, крупненький, икристый. Это нам надо до полуготовности с луком чуть-чуть поджарить, иначе она не успеет приготовиться при жарке карася. Ну, естественно, мы это будем доводить в духовке, иначе голова карася не успеет приготовиться. Наливаем буквально чуть-чуть подсолнечного масла. Потом в процессе готовки мы туда доложим сливочного. Сразу же туда мы закидываем чесночок и чуть-чуть свежемолотого. Пока у нас фарш жарится, мы с вами подготовим панировочку. Мука. Добавляем муке черный молотый перец чуть-чуть, буквально вот так, где-то. И сразу, естественно, соль сюда. Так, замешиваем, и у нас панировочка готова. Чесночок у нас начал шкварчать. Нам надо дать чуть-чуть подзолотиться чесноку. Так, пару листиков лаврушки. И уменьшаем огонь на минимум. Пусть он варится не спеша. Можете ограничение только в ваших фантазиях, что можно начинить карась. Так как мы сегодня готовим в классическом виде, карась начинает жареный лук, его же потроха, перемешанные немножко с рисом. Это такой классический фаршированный карась. У нас лук почти подошел. Вот когда почувствуете немножко сладковатый запах, значит лук начинает выделять сахар, уже краснеть. Нам этого не надо. Мы начинаем в это время добавим все, что вытащили из карася, туда. Надо довести его чуть-чуть до полуготовности. Примерно
до такого состояния довели. И хватит. Выключаем огонь. Добавляем отваренный рис. Добавляем зеленый дикий лук. Классическая начинка для фаршированного карася у нас, можно сказать, готова. Сейчас будем начинять карасики. Берем ложку, берем карась и все, что у нас нажарили фарш, все отправляем вовнутрь. Это дело не хитрое. Чуть-чуть потрамбуем, чтобы все вошло хорошо. Масло надо наливать, знаете как, где-то сантиметр она вот закрывала рыбку. Сильно много масла тоже не надо наливать, чтобы как бы не плавала рыбка там в масле. Ну, так, нормально. Окунаем рыбку мукой. Панируем. Так, аккуратненько. Достаем, немножко отряхиваем. И кладем карасика разрезом вниз, чтобы она запечаталась. Так, его головой сюда. И аккуратненько так. И все, процесс пошел. Пока жарится караси, немножко расскажу вам о процессе самой ловли неводом мунха. Там минимально должен быть 6-7 человек, если это невод там, от 200 метров. Как правило, это 200, 300, 400 метровые неводы, когда большая мунха идет. Процесс, когда лед набирает толщину и вся рыба скапливается в глубоком месте посреди озера, прорубается вот в одной части озера большая майна, и оттуда начинает заводить невод по краям идти. Там инструменты невод, снасти, утюмех называется, такая палочка с рогатинкой, чтобы веревку обвязать и тянуть невод. Направляющий это около 15-17 метров такой, который невод проводит. Пешня и этот, как называется-то, черпать рыбу, и еще такой вилкообразный инструмент, как называется. А смысл там весь в том, что направляющий под лункой, подо льдом направляет вот такой вилкообразный инструмент, заходит, его зажимаешь, проталкивается так, и так чик, проталкивается. И таким образом все озеро обхватывается, и вся рыба собирается в мотне, вытаскивается, вычерпывается. За один заход иногда бывает там до 5 тонн рыбы можно наловить. Это коллективная такая рыбалка, где участвует вся деревня или как минимум там 5-7 человек. Так, у нас покраснело, корочка есть. Поворачиваем карасики. Оп. Так, так, отлично. Вот какие красавчики получились. Сейчас дожарится с той стороны, мы их выкладываем в противень и отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах. Так, смотрим вторую сторону, если она у нас уже румяненькая, значит мы его достаем
Отправляем в предварительно разогретую духовку на 20 минут. Опаньки. Опаньки. Красота. Так, достали в противень и идем, ложим в духовку в предварительно разогретую до 180. Оп, на 20 минут. Так, а у нас тут дальше процесс жарки теперь не фаршированных карасей. Также мы его в муке раз-раз за хвостик и аккуратненько. Опа. Раз. Два. Так, смотрим у нас с той стороны, что творится, Вот, отлично зарумянилось. Мы теперь переворачиваем карасики. О, красота. Так, аккуратненько. Раз. Вот такая. Так, у нас уха сварилась. Уху отключаем. Убираем в стороночку. Крышечки закрываем и дадим настояться. Полчасика. Когда карась перевернули, одну сторону дожарили, красивый румянец, а вторую сторону, когда перевернули, мы закрываем крышкой и огонь уменьшаем примерно на треть, чтобы внутренности карася, голова карася успела приготовиться. Как раз она дожарится, та сторона, и приготовится все внутренности четко. Сразу готовим основу для, когда будем вытаскивать, бумажное полотенце застилаем на блюдо. Итак, у нас уха готова, караси жарятся, и мы сейчас с вами приготовим брускетты из карасевой икры. Нигде такой рецепт не найдете. Что-то взято от высокой кухни, что-то так. Будем превращать в классическую народную кухню, что-то типа около ресторанного. Для этого нам нужен батон. И нам нужно эти брускеты немножко на тостере поджарить. Отправляем его к икорке. Ну, авокадо разрезаем напополам. Достаем содержимое ложкой, оливковое масло, вилочкой надо будет промять это дело, щепоточка соли, брускетики готовы, и икорку тоже надо размять. И вот начинка брускетов у нас готова. Сейчас ждем вторую партию хлебушка и все будем оформлять. Это блюдо заценят все любители правильного питания. Так, собираем аперитив, то есть брускетту с гуакамоле. И сверху так икорки. Все, пока мы готовили модное блюдо, у нас и рыбка дошла. Отключаем плитку и все вытаскиваем. Так, аккуратненько ложим на бумажное полотенце, чтобы лишний жир вытек.
И у нас последний элемент карасевой вечеринки. Эти фаршированные караси в духовке. Достаем. О, какая красота. Тут она дошла прям идеально. Так, готовый фаршированный карась. Сейчас я вам покажу, что у нас там. Берем, смотрите, прям руками. Ах, какая красота. Посмотрите, как у нас все получилось, внутри все сварилось. Мы идем кушать, друзья, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и обязательно пишите, что еще приготовить из якутской кухни. До новых встреч! Вау, 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 вау. Ой, правда мощно получилось.